Без прошлого нет настоящего, без настоящего – будущего. В этой формуле связь времен и от искусства она неотделима. Эту простую истину осознал каждый, кто стал участником масштабного культурного события. Во Владикавказе открылся международный симпозиум по художественной эмали. Мероприятие организовано по инициативе заслуженного художника Республики Северная Осетия Алания Людмилы Бойцаевой и при поддержке фонда «Арт Кавказ». Этот симпозиум мы проводим с целью по большей части популяризации техники эмали, поскольку это довольно редкая, я бы сказала, уникальная техника, не очень распространенная техника, как в российском изобразительном искусстве, так и в западноевропейском. Поэтому я думаю, что это очень полезно было бы для наших осетинских художников. Статус международного симпозиум получил благодаря составу участников. Профессиональные эмальеры из Индии, Румынии и Венгрии вместе с российскими коллегами приехали во Владикавказ с особой миссией. Для этой семейной пары из Индии роспись по эмали – дело всей жизни. Самобытному искусству они посвятили больше 15 лет. Нам очень приятно здесь находиться. Приехать в это красивое место и поучаствовать в международном симпозиуме для нас большая радость. У нас есть специальная культурная программа. Большую часть времени мы проведем в мастерских за работой. После официальной части гости сразу принимаются за работу в своих мастерских. Небрежно расставленные баночки с краской, разбросанные эскизы, кисти, изрядно стершиеся от работы. Вот что значит оказаться в самом сердце творческого процесса. Работа над каждым изделием – процесс кропотливый и трудоемкий. Вместо холста – стальной лист произвольной формы, вместо красок – специальная стекловидная масса. Дальше в ход идут фантазия и мастерство художника. Самая важная и ответственная часть процесса – обжиг в муфельной печи. В этом помещении в буквальном смысле слова закаляется сталь. Здесь нужно следовать строгим инструкциям. У нас есть специальный грунт, и мы должны медную пластинку сзади загрунтовать, чтобы при такой температуре ее не вело. То есть это называется контрэмаль. И на одной стороне на меди всегда контрэмаль, а на другой стороне уже идет рисунок. Программа пребывания гостей в республике расписана буквально по дням. В планах не только мастер-классы для всех желающих, но и творческие вечера. Итогом эмальерной саги станет открытие экспозиции работ именитых художников. Выставка пройдет 4 августа в Республиканской нотной библиотеке. Альбина Тимирова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.